Ну а вот куда бежать и кому жаловаться на растущие цены? Этот фокус, который в преддверии праздника проделывают в тандеме продавцы с поставщиками, мгновенно опустошает карманы покупателей. Приобрести к праздничному столу надо все и в большом количестве, чтобы хватило на всех гостей. Здесь бы самое время для пользы собственной души и радости покупателей устроить повсеместные распродажи, распространить скидки. Но нет, выгода важнее богоугодных дел. Ната Евлоева промониторила. По своим ценам сколько вы берете? Берете 35. А стада не мелочь. А у кого закупаете картошку? Не знаю, у кого есть. Ну, откуда она, вы можете знать? Это египетский картошка. Прямых ответов на вопросы продавцы давать не хотят. Каждый пытается уйти от темы. Завышать цены в преддверии Уразы-Байрам стало уже нормой для торговцев продовольственных товаров. Но будут ли терпеть это покупатели? Почему с наступлением праздников стоимость продуктов значительно возрастает? У продавцов на это одна причина. Все зависит от поставщиков, твердят они. Это тоже чеченский? Да. Почему? 100 рублей? Ты в Одессе за сколько купила? 110, 10 рублей. В связи с многочисленными жалобами жителей на резкий скачок цен местные власти решили пройтись по торговым лавкам и провести мониторинг цен. В состав комиссии вошли сотрудники местной администрации. На каждом товаре в обязательном порядке должен стоять ценник, однако продавцы это часто игнорируют. А цена на коробки с продуктами появляется лишь после настоятельных требований руководства рынка. А где у вас ценники? Ваши ценники где? Вот здесь было, я сейчас смотрела. Только пришло, только поставь цену. Нежелание клеить ярлыки продавцы объясняют частой сменой цен. К примеру, если молочная продукция стала дешевле, то овощи чуть подорожали. Помидоры и огурцы на рынке завозные, в основном из Чечни. Ингушские завозят, но пока не сезон, говорят продавцы. Но почему на одном прилавке помидоры одного и того же сорта можно купить за 100 рублей, а на другом их продают за 150, продавцы объяснить не могут. Если вы оттуда берете, примерно 10 рублей, то дыша. То дыша 10 рублей. После разъяснительной беседы продавец так и не захотела снижать цену, хотя она купила товар у поставщиков в разы дешевле. В итоге контролерам пришлось закрыть торговую точку, где цены завышены вдвое. Цены каждый день проверяют. До субботы, воскресенье, всех самых дней проверяют. У Ашата цены. Духая мотик же ценки же бывают школ. Ценки же постоянно отмерки то. Продавал, закрывай эту точку и не давай ей больше торговать, пока она цены не снизит. И вот те же самые помидоры на соседней лавке стоят всего за 100 рублей. Радима Цицкиева рассказывает, что цену никогда не завышает, а тем более в священный месяц Рамадан. А надбавка на товар, как и полагается, 10 рублей. Это надо проверить утром оптом, поскольку дают. Сегодня вот такие помидоры дают по 100. Сегодня утром, да? Сегодня утром по 100. Просто повезло, что вот дешевле взяла. Цены нестабильные, то дешевеют, то дорожают. К примеру, болгарский перец на рынке стоит уже 250 рублей, капуста 45 рублей, килограмм конфет в среднем можно купить за 200-250 рублей. Ну а покупатели утверждают, чтобы сэкономить, лучше закупаться у оптовиков. Тут я не чувствую, у оптовиков это меньше цен. Они оттуда берут. 30 рублей огурцы были, 35 были, до 40 рублей были, потом помидоры. Можно было для, съедобные помидоры, в общем, для еды 50-60 рублей можно было купить на оптовом. А здесь все по 120. Ну, тут повышено. Это я, например, вот не имею права им что-то сказать, почему так, почему так. Потому что это их не дело, они работники. То покупатель и продавец, они должны быть взаимовежливы. Подобные мероприятия проходят с начала месяца Рамадан по всем районам республики. Ведь до начала праздника осталось меньше месяца, но жители надеются, что ценовая политика на рынке улучшится. Ната Евлоева, Рахман Цуров, Новости 24.